Чтобы выучить историю играючи, нужно знать специальные игры. Музей боевой славы знают, как привлечь школьников к изучению такого важного предмета. Вот уже 6-й год в Республиканском музее боевой славы проходит военно-патриотическая игра «Время Че». В этом году она посвящена 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. В интеллектуально-спортивном забеге участвуют 4 команды. «Пламя» – школьники гимназии номер 64, «Жуковцы» – ребята из гимназии 82, «Поиск» – патриоты школы номер 125 и команда «Пентиумы». В нее входят ученики Центра образования номер 114 с углубленным изучением отдельных предметов. Какие задания вы уже прошли? Мы надевали противогаз на скорость, мы управились командой за 13 секунд, отжимались командно, пели песню ко Дню Победы и сейчас решаем кроссворды. Сколько всего точек и какие они будут? Всего точек 10, 5 из них находятся в здании и 5 из них находятся за пределом. Все команды проходят 10 игровых точек, расположены они в залах музея и в самом парке Победы. Задачи перед ребятами самые разные – надевать противогаз на скорость, петь военные песни, бинтовать раненых, разгадывать исторический кроссворд. И это еще не все, что юные патриоты выполнили на время. Расскажи, как вы с девочками справляетесь с квестом? Справляемся мы отлично. Сейчас мы отжимались, надевали противогазы. Вообще, в целом, нам все пока что нравится. Почему школьники должны участвовать в таких мероприятиях? Они будут лучше тогда узнавать историю нашей страны. Ребята состязались в смекалке, военно-спортивной подготовке, знаниях о военно-патриотическом прошлом. Все были на высоте, но все же почетное звание победитель получила команда «Пентиумы». Поздравляем ребят из Центра образования номер 114 с углубленным изучением отдельных предметов. Исторические головоломки, творческие спортивные игры – все это ждет ребят, участников квеста. На все про все ровно час, зато столько всего запомнится. Амина Исмакаева, Руслан Бикбаев, специально для Горы новостей.